Так, ребята, всем привет! Вот такой вот у нас автомобильчик на ремонте. Это у нас Honda Jade. Какой год? 15-й. 15-й год. Вот эта машина у нас такая же, как и все Honda, в принципе, как и Везель, чем-то похожа. Но у него тут разность есть. Двигатель немножко по-другому. Расположение. Так-то вроде бы тот же самый двигатель, но коллектор, дроссельная заслонка, все сделано, выполнено по-другому. Дроссель удобнее выполнен чем-то. Компоновка вроде бы у него нормальная, но вот с катушками и со свечами плохо. Уже хуже, чем на Везеле. То есть здесь уже просто так их не вытащишь. Здесь жабо по-любому надо снимать. Иначе они просто оттуда не выйдут. Вот. Есть такой нюанс. Ну а так, по машине роботизированная коробка. Все то же самое. Все те же болячки у них в этих автомобилях есть. Но по своей красоте машина, конечно, просто обалденная. Она уже по-другому выглядит, чем Шаттл. Это уже как будто бы более премиальная машина. Фары у него красивые. Мордочка такая. Вообще, ну как бы тачка уже симпатичная. Реально уже такой семейный, можно сказать, седан. Этот, не седан, а универсал, да, можно сказать? Или как у него кузов? Универсал. Универсал, да? Ну, сзади капитанский кресло. Ну. Здесь вот такой вот у него крутая панель. Кстати, качество отделки намного качественнее, чем в Шаттле. У него вот это уже мягкое. Здесь уже пошло такое, чуть-чуть. Здесь тоже уже идет, как на обычных шаттлах. Пластик обычный. Салон просторный, багажник тоже очень просторный. Здесь у него, кстати, элемент лакшери такой прикольный сделал. Типа панорамная крыша. А, ты с дочкой, что ли? С сыном, ага. С сыном. В общем, по автомобилю есть проблемка. У тебя уже, получается, давно уже бедная смесь, да? Да, бедная смесь. Сколько уже катаешься с бедной смесью этой? Не катаюсь. Не катаешься, стараешься, да? Ну, нормально. Почти Ну, а так, постоянно. в принципе, как бы вот сейчас человек купил свои форсунки. Мы будем сейчас устанавливать сюда форсунки. А потом что будешь менять? Форсунки, братан! Буду менять форсунки! И жиклер, ух, блядь, как меня, сука, будоражат эти названия. Меня пиздец, тоже блядь. Форсунки! Первый раз я буду на Джейде снимать коллектор и все остальное. Будем сейчас добираться до рампы. Форсунки человек купил сам. Так, это у нас форсунки оригинал, Honda. Все как полагается, в коробочках. Номер, кому нужен будет номер, у кого Jade и кто страдает такой проблемой. 16010 5R1 315. Вот заказывайте такие форсунки. Ну, мы сейчас будем их, конечно, испытывать. Я еще честно не знаю. Я их по каталогу не бил. То есть ты бил их по каталогу, да? Конкретно. Да. Мы сейчас будем смотреть. Главное, чтобы они у нас подошли и все нормально было. Потом по машине мы будем сейчас делать осмотр камеры сгорания, скорее всего. Потому что форсунки поменять это одно, а следствие убрать это совсем другое. То есть эти форсунки закидывает камерой сгорания внутри. То есть нагар, который образуется от поршней, его почему-то накидывает. Ну как почему-то? Понятно, что она прям в самом цилиндре находится. Это форсунка непосредственного впрыска. Из-за этого ее сильно закидывает. И очень быстро. От нашего плохого некачественного бензина. То есть получается все, что у нас бензин якутский, это практически присадка, которая горит. Присадка, я так понял, не очень качественная. Китайская какая-нибудь или еще что-нибудь. И она закидывает. Я вот, честно, Всё двигать это этот, да, машину. Угу. 98-й только. Лил. Да. Ну вот даже вот при 98-м бензине. Вот такая вот картина может быть. Так что, ребята, Лёд. это проблема всех везелей. Это проблема всех Да. вот этих машин, которые страдают непосредственным впрыском. Ну что, начнем работу нашу. В общем, добираешь до Джейда.
так, достал я форсунки с этого Джейда. Вот такие они. Так выглядят. Вот это вообще закоксованная конкретно. Вот она. Вот кокс. Весь. Короче, все забитые полностью в усмерть. Да, нагарчик присутствует, очень много нагара. Ханинговка хорошая, нагара много. Да, клапана тоже все в нагаре. Где-то есть место, где форсунка била. Вот она, походу, это место. Камера сгорания очень, конечно, грязная. Вот она, это место, где форсуночка была. Все в нагаре. Смотрим первый цилиндр. Можно сфотографировать. Вот так вот и все выглядит это. Вот посадочное место форсунки. Вот оно грязное какое. Можно даже вот так вот заглянуть. Вот она. Это первый цилиндр. Ну и также тут все грязное. Весь впуск вот такой. Куча нагара. То есть его просто так хрен отмоешь. Все это, конечно, на работоспособность двигателя очень сильно влияет. Вот сейчас второй цилиндр посмотрим. О, тут хотя бы более-менее развернуться есть где. Вот это все полностью, это все нагар. Вон куски нагара. Сейчас будем смотреть. Вот тоже посадочное место форсунки. Вот оно. Здесь клапанишки грязные, вон прям кусками все за этого. Ну где-то чистые вот. Входные вот чистые, а выходные грязные. Вот. Выпуск, то есть грязный. В общем, дальше смысла нет смотреть, он весь такой грязный. Здесь грязный, я сфотографировал, посмотрим.
Так, завел я Джейда. Ошибочки все убрал вот так вот. Сейчас машинка будет обучаться. Дроссельную заслонку на 0 скинул. Все, сейчас будет идти процесс обучения. Все, пошел обучаться, обороты набрал. Движочек работает ровненько, хорошо. Вот такой вот Джейд на ремонте. Пусть обучается. Honda работает. Вот она у нас перешла на электро. Все нормально, ошибок нету никаких. Ставьте лайк. Вот так вот. Ну все, тачка у нас уезжает. Все, всем пока. Такой вот Джейдик. Первый Джейд отремонтировался. Давай. Ну а я буду сейчас убираться. Так, ребята, продолжаем сегодня рабочий день. У нас заехал вот такой красавчик Сичер. В общем, двигатель 2ZR FXE здесь уже установлен. Это у нас более новая вариация движка. Он модернизированный чуть-чуть. Вот. Ну и как бы проблема у него такая, что троит почему-то второй цилиндр. Из-за этого на холодную двигатель трясет. Он заводится с 3 цилиндров. По диагностике четко показало, что у него есть пропуски по 2 цилиндру. Сейчас будем что делать? Сейчас свечки выкручу, посмотрю, проверю, в каком состоянии. Вот. Ну и дальше от этого будем отталкиваться. Попробуем попеременять местами катушки. Если ничего не поможет, то, скорее всего, здесь дело в форсунке. Ну, а форсунки можно попробовать либо ее помыть. Как бы дам человеку химию хорошую, покатается. Либо поможет. Если не поможет, значит, как бы надо будет менять форсунку. Как бы так. Ну, это если сейчас, да, вот это посмотрю. Если дело не в свечке, не в катушке. Короче, поставил свечки на Сейчер новые. Не помогло ничего. То есть почему-то у нее пропуски все равно идут. Сейчас обнулю клемму, попробую заново обучить заслонку. Но такое ощущение, что что-то с форсунками. Такое ощущение, что форсунки льют очень сильно. Бензином пахнет вообще прям жестко. Какой-то цилиндр прям заливает. И по коррекции показывает длинную коррекцию минус 13. Это дофига слишком. Вот. Так что вот такие, ребята, дела. Сейчас будем разбираться. Сейчас попробую обучить все-таки я дроссель. Ну и как бы оттуда будем отталкиваться.
В общем, вот так вот свитчер проверяю, выключаю по форсунке, и вот начинается вот этот звук. Звук идет с той стороны, с коробки откуда-то. Это демпфер. Подключаю форсунки, и как бы оно дребезжать перестает. Двигатель немножко работает чуть-чуть неровно, поэтому он подракивает. Но это демпфер. На то похоже, что демпферный диск очень сильный. Талмотив. Проверяя форсунки от свитчера. Вот первая капля, вот она идет. Вот она пропускает. Вторая и вторая и третья. Ну, вторая не сильно, а третья вообще вот она. Вот капля образуется большая, скоро упадет уже. Самая стойкая — это 4-я форсунка, она вообще не бежит, она герметичная полностью. Вот такие вот дела. То есть 1-я, 2-я, 3-я форсунки бегут. Самая плохая — это 1-я и 3-я. Вот 3-я, походу, она и показывает пропуски по зажиганию. Но наливают они все одинаково, в принципе. Одинаковое количество. Единственное, что вот это вот, она отстает, по-моему, да. В общем, проверил форсунки. Бьют у нее форсунки капитально вообще. То есть на стенде это четко было понятно, что они пропускают. Вот эта форсунка, вот эта целая, вот эта форсунка убитая и вот эта тоже пропускает. Какие больше, какие меньше, но вот эта самая стойкая. 2-я форсунка сейчас нормальная. И по пропускам по зажиганию даже я могу сейчас посмотреть на самом этом тачстриме. Если глянуть, сейчас заслонка у нас обучилась. МАЗ показывает у нас двушку где-то примерно. Так, по коррекциям у нас что-то лонг вообще показывает минус 25%, а шорт минус 7%. Охренеть вообще. По пропускам тоже пропускает, но показывает, то не показывает. Вот. Если смотреть, вот они, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й цилиндр. Сейчас пока работает ровно вроде. Нету пропусков по зажиганию. Но демпфер гремит, ё-моё, вообще жестко. Брякает, как не знаю что. Вероятнее всего, даже может быть пропуски-то показывают как бы из-за этого. Демпферный диск развалился.